Сегодня день российского парламентаризма. Он был учрежден 27 июня 2012 года, когда были внесены изменения в Федеральный закон о днях воинской славы и памятных датах России. Установление новой памятной даты России призвано способствовать привлечению внимания широких слоев населения к деятельности Федерального собрания Российской Федерации и законодательных органов госвласти субъектов Российской Федерации, популяризации этой деятельности. В качестве даты празднования выбрано 27 апреля. В этот день в 1906 году начала работу Государственная Дума Российской империи, первый в истории страны демократический институт. Она стала нижней палатой парламента, верхней которого был Государственный совет. Сегодня парламент России, Федеральное собрание, так же, как во времена империи, состоит из двух палат – Государственной Думы и Совета Федерации. Первые выборы в парламент современной России прошли в день всенародного голосования по Конституции, то есть 12 декабря 1993 года. С памятной датой законотворцев поздравил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Цитата. «За годы своей работы Народное собрание Республики Ингушетия приобрело богатый опыт в законотворчестве. Парламентарии продолжают совершенствовать правовую базу региона, чтобы сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее. Парламентарии выступают связующим звеном между властью и обществом. Их деятельность помогает создать прочную правовую основу для развития региона. Убежден, что плодотворное сотрудничество между законодательными и исполнительными органами власти будет способствовать дальнейшему укреплению государственности и повышению уровня жизни граждан нашей республики. В этот день желаю депутатам на всех уровнях добросовестной работы, мира, добра и благополучия, а также дальнейших успехов в законотворческой деятельности во благо Ингушетии и всей России». Во Дворце спорта «Магаз» прошло первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет памяти Героя России Алихана Калиматова. В Ингушетию съехались сотни лучших спортсменов со всей страны. Во второй соревновательный день в полуфинальных схватках выступили около 150 спортсменов в 5 весовых категориях. Сегодня, в заключительный день соревнований, прошли финальные схватки в весовых категориях 60, 67, 72, 82 и 87 килограммов. По итогам, в копилке сборной Ингушетии 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. Высшую ступень пьедестала заняли Исмаил Барахоев и Рамазан Арабханов. Тем самым получили путевки на первенство мира. Серебро завоевал Турпал Али Мазаев, а бронзу Магомед Барахоев. В России стартовал международный мотомарш «Дороги Победы», приуроченный к 80-летнему юбилею Великой Победы. По маршруту следования мотомарша байкеры соберут пламя вечного огня в разных регионах страны. Ежегодный международный мотомарш проходит уже в 10-й раз. Проводится мероприятие при поддержке МИД России. Участники намерены в День Победы передать вечный огонь городу-герою Бресту. В пробеге принимают участие мотоциклисты из Белоруссии, Австрии, Австралии, Швейцарии, Германии, Чехии, Польши, Словении и других зарубежных государств. С 2026 года российские школьники смогут участвовать во Всероссийской олимпиаде по робототехнике и беспилотным летательным аппаратам. Новое интеллектуальное соревнование разрабатывается совместно с Минпросвещения, Минцифры и Минпромторга в рамках подготовки стратегии развития образования до 2040 года. Как и другие предметные олимпиады, победители смогут поступить в ведущие вузы страны без экзаменов. Новое направление по робототехнике и дронам призвано поддержать интерес школьников к современным технологиям. Всероссийские антитеррористические учения в школах, колледжах и организациях летнего отдыха и оздоровления детей пройдут 29 и 30 апреля. Мероприятие организует Минпросвещение совместно с МЧС, МВД и Росгвардией. В ходе учений будет отработан комплексный сценарий действий при возникновении нештатных ситуаций. В прошлом году в учениях участвовало более 90% педагогов и почти 90% образовательных организаций. В ближайшие 2 недели россияне будут работать по 3 рабочих дня, за которыми последуют 4 выходных. Такой график значится в утвержденном правительством России производственном календаре. Всего в мае предусмотрено 18 рабочих и 13 выходных дней. 30 апреля – предпраздничный рабочий день, продолжительность которого будет сокращена на 1 час. 1 мая – праздничный выходной, 2 мая – перенесенный выходной, а 3 и 4 мая – стандартные выходные. Затем 8 мая – еще один перенесенный выходной, 9 мая – День Победы, а 10 и 11 мая – стандартные выходные. В июне россиян также ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. 12 и 13 июня будут выходными.
Более 60 тысяч туристов планирует принять Ингушетия этим летом. Открытие туристического сезона состоится в мае и будет отмечено гастрономической ярмаркой в живописном Джайрасском районе. Гостей ждут выступления творческих коллективов Ингушетии, а также на ярмарке будут представлены традиционные блюда ингушской кухни. Мастера декоративно-прикладного искусства продемонстрируют свои уникальные изделия.